И я с удовольствием согласился и не жалею об этом. У нас были свои шутки, своя манера поведения. Оказался перед выбором. Оказывается, математика не мой любимый предмет. Нужно быть строгим, наверное, но нельзя быть жестоким. Девочки совсем на меня не похожи, ни внешне, ни характером. Сложный вопрос. Кажется, таких прям безумных поступков я вроде бы не совершал. Но есть один поступок, о котором, возможно, я сожалею и считаю его безумным. До того, как я приехал в Атырау и начал работать в этой школе директором, я поступил в Назарбаев университет, в магистратуру на специальность управления в области образования. Потом, как мне предложили должность директора в этой школе, я взял академический отпуск, то есть взял рассрочку в 1 год. Затем, уже во время пандемии, в разгар пандемии, в июне месяце со мной связались с университета и спросили, хочу ли я начать обучение в магистратуре. И я принял этот безумный поступок. Я думал, что я смогу параллельно работать здесь и учиться в магистратуре, хотя и говорилось, что это будет проводиться дистанционно. Я, наверное, не обдумав, принял это решение, но в итоге, когда уже началась учеба, я осознал то, что сложно совмещать, потому что в период пандемии было очень много работы в школе, и в итоге я оказался перед выбором. Мне нужно было выбрать Silkway или магистратуру на Назарбаев университете. Я выбрал Silkway. Школьный период, я думаю, нужно разделить на 2 части. Первый период – это мое обучение с 1 по 6 класс, когда я еще учился в сельской школе. И второй период – это с 7 по 11 класс, когда я уже поступил в КТЛ, Казахско-турецкий лицей. Когда я учился еще в сельской школе, учеба давалась мне очень легко почему-то. Я любил, например, такие предметы, как математику. Затем, после того, как я поступил в КТЛ, я понял то, что в каком-то образе отстал от развития, от своих сверстников, которые учились в городе. И в итоге мне пришлось очень много нагонять, чтобы осваивать эту программу, потому что программа была действительно нелегкая в КТЛ. И в тот момент я понял то, что, оказывается, математика не мой любимый предмет, и у меня больше появился интерес уже к иностранным языкам. То есть мне было интересно изучать английский язык, турецкий язык. И дальше я уже участвовал также в предметных олимпиадах по английскому языку на областном уровне, на республиканском уровне. В студенческие годы опять я вспомнил уже, наверное, тот период, когда учился в сельской школе, потому что учеба в университете давалась мне очень легко, потому что после лицея нам были привычны высокие стандарты, рамки, но, к сожалению, почему-то, когда я учился в вузе, учеба не была такой сложной, поэтому было очень много свободного времени. В тот как раз момент мне предложили работать воспитателем в КТЛ в городе в Астане, и я с удовольствием согласился и не жалею об этом. Так как у нас в лицее, в КТЛ, был только мужской коллектив, я поступил на факультет иностранных языков, и, к моему удивлению, там из 23, по-моему, студентов, или 24, 19 были девушки, и только нас 4 или 5 парней были. И, соответственно, этот момент был очень таким необычным для нас, потому что, например, на протяжении 5 лет находились мы только в мужском коллективе, у нас были свои шутки, своя манера поведения, и, получается, я оказался в ситуации довольно непривычной для себя. Это было очень интересно, потому что приходилось выслушивать разные разговоры о том, такие как женские темы. И плюс, наверное, с этими ребятами, которые вместе учились в университете, у нас было 5 человек, затем один, правда, очистился, и в итоге нас 4 закончило, 4, по-моему, если не ошибаюсь. И мы стали очень близкими друзьями и до сих пор общаемся даже семьями. Я думаю, зародилась такая крепкая дружба между нашими однокурсниками. Нет, дети на меня не похожи. У меня 3 детей, 2 девочки и последний мальчик. Внешне, конечно, мальчик на меня похож, так говорят люди. Но девочки совсем на меня не похожи, ни внешне, ни характером. Надежда на мальчика, что он будет похож на меня. Да, я строгий папа. Я думаю, многие родители, они ведут себя так, как с ними вели их родители. К примеру, например, когда мы были детьми, то есть наше детство прошло в начале 90-х, когда в стране был кризис, спад экономики. В тот момент, я думаю, многие люди, они больше занимались не воспитанием детей, а занимались больше выживанием. Я часто был свидетелем того, как, например, родители моих друзей, даже родственников, они могли, например, бить детей своих, таким образом воспитывали детей. Или, возможно, в то время это считалось нормальным. Но мой отец никогда меня не бил, ни меня, ни мою сестренку никогда не бил. Максимум он мог просто повысить голос на меня. Я думаю, это у меня уже в разуме так село, то, что теперь я вообще
не бью детей своих. И считаю, что это крайне неправильно. То есть это какой-то вот ментальный порок, я думаю. Если каждый родитель, например, поймет это, насколько это важно, то что в будущем это будет влиять уже и на поведение их детей, когда они станут родителями. Нужно быть строгим, наверное, но нельзя быть жестоким. Да, если бы я не работал в сфере образования, наверное, я был бы переводчиком. Мне вообще нравится самостоятельная работа, мне нравится работать с документами, разрабатывать там какие-то разные стратегии там. В общем, я люблю такую вот офисную работу, поэтому я думаю, из меня вышел бы неплохой переводчик. Я не слушаю рэп или там кей-поп, или кью-поп, как они говорят сейчас, типа казах-поп. Мне не нравится, но и тех, кто слушает, я не упрекаю, это выбор каждого человека. Я думаю, на меня повлияло то, что до работы в этой школе, до Silkway, я 8 лет работал в международной школе. А в международной школе главным принципом является толерантность, то есть принимать взгляды людей таким, каким этот взгляд есть на самом деле. То есть относиться с уважением к мнению людей. Поэтому я думаю, я сейчас отношусь с пониманием, с толерантностью. Но если бы, предположим, я не работал бы, например, в таких школах вот, международных, наверное, скорее всего, я был бы против, и я был бы, наверное, активным противником таких вот движений, да, или групп. Да. Наверное, нет. Кажется, нет кумира, да. Но есть, конечно, люди, которых я определенно уважаю, к мнениям которых я прислушиваюсь, но чтобы возводить их до степени кумира, нет, таких людей нет. Да. В семейном кругу мы пытаемся это дело отмечать, потому что я думаю, что это тоже важно, воспитание детей. Даже если, например, некоторым людям, по сравнению, например, с Новым годом, возможно, для некоторых людей Наурыз не является таким вот главным праздником, но именно в вопросе образования, в вопросе воспитания детей, я думаю, все мы должны отмечать Наурыз таким образом, чтобы это замкнуло Новый год. Потому что, по сути дела, это и есть наш Новый год. Мы в семье обычно накрываем хороший стол, обязательно присутствует там национальные блюда наши, ешпармак обязательно, камыз, талқан, то есть все наши блюда. И дети наши тоже ждут этого момента, всегда они спрашивают, когда будет Наурыз, что мы будем делать, как мы будем его. И, конечно же, мы также, это было, конечно, до пандемии, обязательно выходили там на массовые гуляния, на площади, предположим, где устанавливали юрты, то есть показывать детям, вот это юрта, обязательно там всякие развлекательные мероприятия проводили, смотрели, то есть пытались закладывать такое вот воспитание в детях. Я, наверное, никогда не буду есть, скорее всего, вот какое-то азиатское блюдо, да, вот, например, особенно вот в свете вот последних событий, вот карантин, то, что, скажем, китайскую кухню я особо не жалую, не люблю почему-то, да, брезгую даже, можно сказать, да. Ой, любимый блогер, интересный вопрос. Ну, наверное, среди казахстанских, конечно, всех назвать блогерами сложно, но, по крайней мере, те, кого я читаю, это, например, читаю Олжаса Кудайбергенова, у него очень интересные мысли. Также, хотя он и не блогер, но я люблю читать его посты. Это вот есть основатель сети кондитерских Happy Cake Асхат Султанов, я его лично знаю. И мне интересно, как он пишет, идеи, которых он пишет. И, скажем, зарубежных есть, например, вот, российский вот блогер, например, Рустем Атагамов, тоже нравится, как он пишет. Хотя он, конечно, много пишет на политические темы, но, мне кажется, затрагивает весьма такие актуальные темы, которые, предположим, интересны многим людям на постсоветском пространстве. Мой любимый фильм – это фильм, который вот называется «Императорский клуб». Это фильм про учителя, который работал в одной из элитных школ в США. Это, по-моему, было вот как раз в период Холодной войны. В этом фильме рассказывается о том, как этот учитель пытался повлиять на сына одного американского сенатора. И, к сожалению, в конце фильма мы узнаем то, что у него не получилось повлиять на этого человека. То есть он не смог сделать его лучшим человеком, но зато его усилия не ушли напрасно, потому что другие дети, которые вот были в этом классе, помимо вот сына сенатора, они весьма благородно отзывались об этом человеке. То есть это очень хороший фильм, я советую, думаю, каждый преподаватель должен посмотреть его. Называется он «Императорский клуб». Рассел Кроу. Самая лучшая школа, в моем понимании, это та школа, которая не ставит в первую очередь, наверное, академические знания у детей, а школа, которая пытается воспитать
целостную личность. Он ведь должен развиваться всесторонне, то есть академические знания должны быть у него, плюс он должен духовно-нравственно развиваться, физиологически должен развиваться, то есть уделять нужно время и спорту, и обязательно нужно развиваться вот, в плане искусства, музыка, художественное искусство, там, ну, художественная литература. Там. То есть та школа, которая, возможно, пытается вот, такую вот личность воспитать. Такая школа, я думаю, настоящая школа, идеальная школа, я думаю. Дарить. Классика. За рубежом. Учителем. Футбол. Наверное, Samsung, да. Пассивный. Сложный вопрос. Семья, конечно, да, семья. И в конце я хотел бы, пользуясь этим случаем, сказать всей нашей аудитории, кто смотрит это видео, в жизни, на мой взгляд, очень важно иметь определенную цель. Эта цель должна быть точной, как вот мы сейчас любим говорить, вот смарт-цель, да? То есть она должна быть точная, специфичная, мы должны суметь ее измерить, она должна быть реалистичная и обязательно должна она быть нацелена на какой-то дедлайн, то есть должен быть какой-то период времени, когда мы должны ее достичь. Потому что если у нас нет конкретной цели, то мы будем как, скажем, вот в парке вы, например, увидели, да, вот, особенно осенью, когда листья падают, скажем, такой осенний желтый лист, то вправо, то влево, его, то есть движение диктует ветер. Вот мы не должны быть таким листом, мы должны быть камнем, который падает туда, куда его бросят. Если у нас будет цель конкретная, тогда, я думаю, человек будет уже, соответственно, всю свою жизнь подстраивать под эту цель. Спасибо вам за внимание. До скорой встречи.